Еще во время школьной жизни я всегда знала, что я буду актрисой, что я поступлю именно во ВГИК. Расскажи про свою первую роль. Я помню, меня утвердил Первый канал. Кстати, как играть эти самые сцены любовные? И просто у меня через 5 минут пришло осознание вообще, что произошло. И у меня просто градом льются слезы, у меня начинается истерика. Если говорить про деньги... Я помню, вот у меня до сих пор бабушка или дедушка спрашивают: а тебе за это платят? Ты же еще и поешь. У меня тоже был такой опыт, я ходила в известные женские группы, меня приглашали. Ну, Виагра тоже была, да. Роль твоей мечты, какая она? Сняться в какой-то исторической картине, это для меня вот прям номер один. Классно. Привет, я Максим Кардоза, и сейчас будет интервью с актрисой Яной Аносовой. Она выросла в Якутске, поступила во ВГИК и сейчас снимается в популярных российских телесериалах и фильмах. Мы, конечно же, с Яной вспомнили о Якутске, поговорили о творчестве, о том, сложно ли быть актером. В общем, много о чем интересном. Не забываем подписываться, нажимать на колокольчик, ставить лайки и комментарии. Ну что, бороды-вытушки? Яна, привет. Привет. Ну, очень приятно тебя видеть. Спасибо. И давай, наверное, расскажем сначала немножко о тебе и о твоем детстве. Я не родилась в Якутске, я там прожила довольно сознательную жизнь, так скажем, становление личности, а родилась я на Украине, в Луганской области. Просто переехала туда, вот как раз с 3 класса по 11 я была там. Училась, танцевала, развивалась. Ну, расскажи немножечко про этот период своей жизни, потому что он тоже у тебя насыщенный очень был. Но я, на самом деле, если честно, всегда про Якутск вспоминаю с такой некой теплотой на душе, потому что можно считать, что это вот тоже как вот мой дом, и школа, и танцевальная студия «Сюрприз». Школа, кстати, 33-я, вот. Можно передать привет. Да, привет большой. Я, кстати, когда крайний раз была на курсе 2 или 3, когда приезжала, когда еще родители жили в Якутске с младшей сестрой, я думаю: мам, ну пожалуйста, можно приехать, можно приехать. У меня же вот все эти воспоминания, вроде как бы 2 курс, уже взрослая, но хочется чуть-чуть, знаешь, приехать домой, окунуться опять. И я, безусловно, в первую очередь, прямо на следующий день после прилета позвонила в школу директору Тамаре Семеновне и сказала, что я буду, и мне все учителя встречали. Я ходила по классам, всем здоровалась. В танцевальную студию тоже «Сюрприз» к Ирине Андроновне заходила. Там даже мастер-классы проводила детям маленьким. Поэтому мне прям очень нравится Якутск. Я бы сейчас тоже, например, с удовольствием бы слетала, но просто у меня родители сейчас уже 6 лет живут в Испании. Вот, поэтому, в принципе, те люди, с которыми я общалась, они уже больше там не живут. Всех разбросала, кто в Питер, кто в Новосибирске. Вот, поэтому так, мамины подружки только, которые за мной следят, кстати, им тоже большой привет. Ну, слушай, с такими темпами, как развивается якутское кино, может быть, кто-то из якутских режиссеров пригласит? Да, я знаю, что якутский кинематограф тоже, он еще и тогда развивался, его снимали. Еще во время студенческой жизни мне кто-то даже вот писал, предлагал там сняться в якутском кино. Ну, я не сказала нет, безусловно, но просто это что-то потом отдалилось, и они мне почему-то больше не писали, может, кого-то другого нашли, не знаю. Ну, сейчас, может, увидят. Ну, сейчас, да, пожалуйста, я всегда открыта к новым предложениям хорошим. Ну, давай расскажем, что ты актриса профессиональная, ты поступила и закончила ВГИК. Вот расскажи тоже вот этот путь свой. Такое ощущение, как будто мне сейчас, знаешь, лет 40. Расскажите, как вы поступали? Ну, это тоже, на самом деле, все произошло очень быстро, спонтанно, хотя я всегда, еще во время школьной жизни, я всегда знала, что я буду актрисой, что я поступлю именно во ВГИК. Вот я не знаю почему, вот что-то вот есть, внутренний какой-то голос, и больше ни в какие студии я не записывалась. Я помню, закончила школу, мы поехали с мамой в Москву, и начали подавать документы, все, когда, что, и прослушивание у меня должно было быть там через 2-3 недели, то есть я уже знала басню, подготовилась, в Якутске, кстати, в театре Пушкина я нашла одного педагога, и мы с ней немножечко занимались актерским мастерством, как правильно подать, но все равно первый раз Москва, как бы. И мы с мамой поехали во ВГИК, я помню, нас пропустили, мы поднялись на 2-й этаж и просто хотели посмотреть эту кухню изнутри. Не поступать, пометочка. Я думаю, мам, тут столько людей, а там были какие-то поступления какие-то, то есть люди, которые записывались давно, это не самые главные абитуриенты.
Вот, но я, значит, там прождала до вечера, мне же интересно, как что, выходили, кто с гитарой, кто со слезами, кто там, я говорю, такое ощущение, как будто вот я сижу, вот я вот реально вот в цирке, я думаю, мам, точно мне надо сюда, вот, но я за всеми наблюдала, в коридоре мы сидели, и выходит Наталья Федоровна, Царство Небесное, это мой педагог по актерскому мастерству, я помню, она открывает дверь и говорит: девочка, а ты что здесь сидишь? Я говорю: да я просто вот с мамой пришла посмотреть, вот хочу поступать. Так ты заходи, попробуйся. Мне потом мама рассказывала, что я просто побелела, посинела, я убежала в другой конец зала, он там длинный, если там кто-то был, длинный коридор, от страха, от того, что сейчас решается моя судьба, а у меня руки тряслись, я помню, вот я думаю, господи, как что, а я же прозу не знаю, там я Джека Лондона читала, я ее прочитала несколько раз, но не учила. А я же вижу, там комиссия сидит, мастер там и всякие люди, которые решают. Я говорю: нет, мама говорит: ты что, иди. Я говорю: нет, не пойду. В итоге она меня успокоила, она говорит: давай, иди попробуйся, либо да, либо нет. Я говорю: ну ладно. Ну, значит, я захожу, заходили мы всегда по 5 человек. И, значит, первый читает, второй читает, третий читает, четвертый, и тут очередь доходит до меня. Я так в окно с мыслями собираюсь, выхожу на сцену и начинаю. Он говорит: ну, что будешь читать? Я говорю: а мне предупредили, что мастер мой не любит басни. Я говорю: басню про лягушку, и там я уже не помню. Говорит: ну, а еще что-нибудь знаешь? Я говорю: конечно. Марина Цветаева, стихотворение, начинаю ее читать. Он говорит: стул возьми, вот здесь читай. Я говорю: хорошо. Прочла. Я думаю: господи, пожалуйста, хоть бы про прозу не спросили, потому что я ее не учила. Он говорит: а прозу какую прочтешь? Я говорю: Джек Лондон. И вот я не знаю, как так получилось, я ее рассказала больше половины. Представляешь, это, видимо, какой-то адреналин, страх от того, что нужно сейчас собраться. И я ее рассказала, пусть там не слово в слово, но прям очень хорошо. Я еще подумала, думаю, ничего себе. Ну и все, потом они меня пофотографировали, сказали, что... узнали то, что я закончила хореографический, ну, не училище, а, получается, там 15 лет протанцевала профессионально. Еще они меня попросили станцевать, я станцевала. Там, то есть очень важно же, чтобы актер обладал и вокальными данными, и пластикой. Спеть они мне тоже что-то попросили. И все, они сказали: значит так, мы тебя берем, на второй тур можешь не приходить, приходишь сразу на там, типа, собеседование на третий. Я говорю: да. Они говорят: да, нам подходишь, все классно. Это. Я выхожу, я говорю: мам, по-моему, меня взяли. Она говорит: как? Я говорю: ну вот так. Ну и все, и так вот получилось. С 1 сентября я заселилась в общежитие в Гиковское, и так проучилась там 4 года с утра до вечера. Слушай, ну тебе повезло, по большому счету. А как же эти истории? Из года в год люди приходят. Благо меня просто это стороной обошло, потому что я знакома с несколькими людьми, которые просто поступают, но мне кажется, вот реально по 4-5 лет у них уже возрастная категория сбивается, а там как бы после 30 на тебя уже чуть-чуть не так смотрят. Это психологически тоже очень сложно, когда это же не школа, когда ты там в первую или во вторую смену учишься там 4-5 часов, да, то есть ты к 8:15, к 8:30 приходишь на первую пару, и последняя пара у тебя заканчивается только в 7:50 вечера, и после этого ты не идешь домой, ты идешь репетировать отрывки, спектакли, и у нас некоторые даже, вот мы ночевали иногда в своих мастерских, потому что нам через несколько часов уже было вставать на первую пару. Я прям безусловно рада, что так получилось все с первого раза. Значит, я оказалась вот там, где мне нужно было быть. А можешь вспомнить самые сложные моменты во время учебы? Что тебе именно давалось тяжело? В общем, для меня самое сложное поначалу это было актерское мастерство в плане, когда тебе нужно было из себя изобразить какого-то животного. Вот прям вот смешно, неудобно, вот чтобы досконально ты должна была за ним наблюдать и его показать, чтобы другие люди угадали, что ты за животное показываешь. И я помню, вот это меня прям вот, я думаю: господи, я не могу, мне прям это, вот правда, так это не нравилось. Вот это для меня было самое сложное.
внедриться вот в эту актерскую жизнь, потому что я помню самый первый урок первого актерского мастерства. Вот мы только заселились в общежитие, вот мы пришли, все, нам предупредили, чтобы мы взяли с собой там сменную одежду. Ну, педагоги по актерству говорят, ну, а теперь мы будем убираться. Ну, как бы ты понимаешь, что, ну, наверное, уборка, там полы помыть, там еще что-то, пыль протереть. Оказывается, это не это имелось в виду. Ты должен был убрать всю энергетическую руками, визуально, и вот так этот вот все просканировать, каждую стенку, там, батарею, скамейку, стул и выбрасывать в окно. И ты представляешь, когда 30 человек по одной комнате вот так этот вот, как вот мумии какие-то в замедленном действии это все делают, и у нас половина просто, ну, смеялась, потому что мы не могли понять, что мы здесь делаем. Потому что некоторые схватились за швабру, там еще что-то, говорят, а что вы делаете? Это актерство, надо типа не по-настоящему делать, но как бы погрузиться в это. Вот это было поначалу сложно, а потом как бы одно на один и вперед, вообще нормально. Ну, сейчас, например, бегемота можешь изобразить. Нет, но сейчас я до сих пор это оставила, как бы оно немножечко меня, ну, не касается, ну, в плане, это немножечко не мое. И почему вот я выбрала именно в ГИК, потому что это единственный вуз, который не прикреплен ни к какому театру. То есть есть МХТ, там у них Чехова, Щука, Щепкинское училище, а в ГИК ты просто, он специализировался исключительно только на кинематографе. То есть ты потом не идешь в театр. Хотя в театре я тоже проработала в Москве. 4 года в Ленкоме, получается, и 2 года в МХАТе как раз. В спектакле играли. Ну, слушай, ну Ленком, ХАТ — это же крутые театры. И туда я тоже, ну, как бы вот у меня все как-то вот так раз, но мама до сих пор обижается, что я оттуда ушла. Ленком хотела меня взять в основную труппу, потому что изначально я туда попала, им нужны были танцующие пластические девочки, у них был, до сих пор идет спектакль по Ибсену «Пер Гюнт», он такой танцевально-хореографический. И они объявили кастинг, и мой педагог по актерскому мастерству как раз очень дружила с женщиной, которая там работала. И она сказала, вот у меня есть несколько девочек хороших, танцующих, давайте. И вот они как раз меня и еще одну девочку взяли, и мы так вот там остались на 4 года. Вот, потом они мне предложили уже вторую главную роль «Москва. Петушки» по Ерофееву. И я репетировала, но потом почему-то в театре, если я не ошибаюсь, выдали указ, что, ну, такие основные главные роли могут играть только те люди, которые находятся в основной труппе. А я как-то колебалась, и у меня не было энтузиазма на сцене играть. То есть я как бы кино люблю, а театр, вот, может быть, меня осудят за такие слова, но вот я прям не могу. Видимо, может быть, потому что я на сцене уже много лет в «Сюрпризе» проработала с детства, вот закулисье, вот это все, мне уже это не приносит удовольствия. Может быть, поэтому я на это слагаюсь. Есть какая-то разница между все равно театральными актерами и актерами, которые играют в кино? Ну, понятное дело, что есть. И вот во время учебы есть ли какие-то разграничения, или у нас все-таки выпускают, как ты, может быть, уже сказала, да, актеров для театра? Безусловно, когда ты поступаешь в мастерскую, прям такую театральную, там все, и крики, и охи, и ахи, ты это впитываешь как губка, соответственно, ты потом, ну, как бы точно так же можешь и перед камерой играть. Хотя, вот чем отличается актер театра от актера кино, то, что ты работаешь только вот на камеру, да, вот там сколько, ну вот, окошко одно, и ты туда работаешь все эмоции. А театр, ты стоишь на сцене, тебя видят просто со всех разных ракурсов, со спины, сзади, там, спереди. Ты работаешь на огромную публику, конечно, ты больше выдаешь. Поэтому, когда театральный актер приходит, даже не то, что вот в кадр становится, вот я могу сразу определить, кто театральный, а кто киношный, клянусь. Вот у меня тоже, я не помню, какой-то был проект, там прям девочка пришла, прям... А я сижу спокойно, думаю, господи, хорошо, что я, ну, типа, не такая театралка. Можно ли актерам сниматься во время студенчества? Вот это хороший вопрос, потому что все спорили на эту тему. Как бы, с одной стороны, ты набираешь опыт, это, безусловно, относится в столбик плюса. А минус в том, что ты еще не до конца сформированный профессиональный актер и пытаешься играть уже с профессионалами. То есть ты уже здесь будешь автоматически проигрывать. Поэтому, не знаю, вот нас отпускали всех.
Я знаю, что другие мастерские, они им прям строго-настрого говорят, вы, конечно, можете, но мы бы вам бы не советовали. Вот. После 4-го курса там, или хотя бы на 3-м, пожалуйста, но когда ты первокурсник, лучше не стоит, потому что у всех были говора. У меня вот, кстати, был в мастерской в моей один из самых сложных говоров, то есть я не могла понять, что они от меня хотят, то есть у меня была сценическая речь, и я помню, педагог мне говорит, ой, Ян, ты пока не говори. А я же обижалась, я говорю, я не могла понять, что я неправильно делаю, разговариваю, говорю буквы, слова. То есть мы занимались, потом редуцирование речи, когда на определенную букву язык должен упираться в определенное место, чтобы правильно это все произносилось, какие сглатывать, какие наоборот открывать. Для меня это был тоже вот фурор, но благо избавилась. У меня получается, якутский получается, еще перемешку с Украиной. И вторая девочка, она была из Белоруссии, у нее тоже вот... Я помню там первые видео, которые мне иногда попадаются, думаю, господи, это я так разговаривала. То есть в Якутске люди разговаривают по-особенному, да, получается? Вот я даже не повторю. Во-первых, очень быстро и чуть-чуть непонятно. Как-то вот... А ты должен... Понимаешь? И когда я говорю, господи, куда я попала? Я говорю, еще и не так разговариваю. Да что ж такое? Поэтому, я говорю, вот смех и грех. А расскажи про свою первую роль в кино именно, и когда это было? Наша группа состояла из актеров и режиссеров, то есть у меня в дипломе написано, что я закончила актерско-режиссерский факультет, то есть это, грубо говоря, 25 актеров и 25 режиссеров. Мы все были как бы рядышком, все вместе жили, учились, но как бы предметы у нас были абсолютно разные, то есть у нас актерская группа, у них режиссерская, но они с нами всегда коллаборировали, сотрудничали. А если там им ставится какой-то спектакль, безусловно, в первую очередь они брали нас, а не кого-то других. Потом как-то вот случайно тоже Соня Карпунина, режиссер, есть, я с ней подружилась хорошо, тоже хорошая девочка, она, кстати, сейчас много что снимает, ее муж Клим Шипенко, который вот «Холоп» снял, все. И она меня взяла в полный метр, я приехала на Мосфильм на пробы, вот, и там тоже играла девушку, одного главного персонажа. Так как-то по чуть-чуть, туда-сюда, знакомства, потом агент появился, кастинги какие-то актерские, ходишь, нарабатываешь там свою аудиторию, и сейчас меня уже могут там напрямую звать, а я уже своему агенту, я говорю, сначала Маша. Но если говорить про первую роль, вот мне интересно, как это было для тебя? Это было опять спокойно, привычно? У меня вот даже, знаешь, нет супер какого-то волнения, потому что я, с многими людьми, актерами разного уровня знакома. И каждый раз, когда мы разговариваем на актерскую тему, я говорю, а вы волнуетесь, переживаете? Они говорят, да, конечно, вот мы там перед каждым кадром супер готовимся, там еще что-то. Я, конечно, тоже готовлюсь, там учу текст, там, одеваю на себя там персонаж роли, да, которая мне дается. Но у меня никогда нет такого, чтобы там я текст боялась забыть. То есть я веду себя абсолютно спокойно, как вот в своей стихии, поэтому вот чтобы прям я сильно волновалась, нет. Мне кажется, я все волнение оставила при поступлении. Вот. А как ты относишься к своей внешности? Ты красивая девушка, понятное дело. Но боишься ли ты быть некрасивой все равно? Конечно. Да. Но актеры же, они идут сейчас на эксперименты, особенно чтобы получить какие-то награды, там, бреются на лысо, я не знаю, приклеивают себе там носы, прибавляют весе. Да, я не буду называть имен, тоже известный режиссер. Я на тот момент находилась в Краснодаре, и мне написали, что Ян, тебя срочно ждут на пробы, там вот послезавтра давай прилетай в Москву. Единственный нюанс в том, что если ты отказываешься от того, чтобы тебя перекрасили в белый цвет, прям в супер блондинку, можешь не лететь. Я говорю, а парик, как же парик? Сейчас же, есть же супер натуральный волос, не обязательно бриться на лысо, да, чтобы сыграть лысого человека, или там кардинально перекрасить волосы. Нет, вот только красить, никаких париков. И я говорю, извините, но нет. То есть я супер классического такого мировоззрения, что вот на лысо я никогда за деньги не побреюсь, какую бы мне сумму ни предложили, потому что я буду уродовать свою внешность, а я ее, безусловно, люблю, ей благодарна, поэтому Джеймс Кэмерон говорит,
Яна, будет Оскар. Налса. Не, ну если Джеймс Кэмерон, я бы подумала, но не сказала «да». Вот. Ну а здесь русскому режиссеру я сказала, что я говорю, извините, я говорю, просто мужчины не все понимают, как это из брюнетки сделать блондинку, ты можешь просто потом остаться просто без волос. Меня всегда вот это вот раздражает, и у меня вот супер непонимание, ну, почему, я говорю, сейчас столько много современных тенденций, когда ты можешь там, не знаю, во-первых, свет выстроить, ну, в итоге взять какой-нибудь супер дорогой парик. Я говорю, да давайте я уже куплю, найду где, и как бы он говорит, нет. Вот про погружение в роль расскажи, когда вот люди готовятся там, играть какого-то персонажа, рассказывают же истории, что если это мастер, обувник, там 2 месяца нужно, Да. значит, сидеть там, делать эту обувь, или, не знаю, там, пойти в больницу, мыть полы и так далее. Вот у тебя как это происходит? Но я знаю, что так все работают именно в американском кинематографе, а они прям супер, ну, в этом плане молодцы, может быть, поэтому они чуть больше продвинуты, нежели чем мы. Вот. Ну, безусловно, такое есть, но тут как бы выбор каждого. Если говорить про меня, не знаю, у меня вот все как-то, все немножечко проще. То есть я смотрю, там, читаю определенную литературу, касающуюся моей роли, или смотрю какие-то фильмы. Как-то в голове ты все это простраиваешь, а так, чтобы там, вот как ты сказал, обувника сыграть и проработать там 2 месяца, чтобы почувствовать, это, конечно, ну, чуть-чуть не моя история. А расскажи про свою самую сложную роль, которая тебе тяжелее всего далась. Ну, если честно, мне кажется, что ее еще не было. Вообще, первая моя главная роль, как раз изначально это Саша Атанесян снял, режиссер «Сволочей». Вообще шикарный фильм. Я помню, в Якутске, когда смотрела, каждый раз у меня просто слезы лились от этого фильма. Еще там музыка, там малолетки, там все дела. Я сумбурно так пришла на кастинг, они меня сразу же утвердили. У них там слетела какая-то актриса, потому что она по возрастным ограничениям не попадала, потому что в главную роль должна была играть девочка, которая уже есть 18, а ей, по-моему, было 16, поэтому они быстро прислали там мне сценарий, я в самолете прочла, я думаю, блин, какая классная история. То есть, Это что за фильм? Фильм «Каппадокия». Премьера этого фильма должна была уже состояться в 2016 году. То есть мы его снимали 5 лет назад. Представляешь, какие мы там все молодые, зеленые были. История о молодой современной девушке, которая обладала амбициями в плане стать известной моделью и певицей. Она познакомилась с очень известным фотографом, который играл Игорь Миркурбанов, тоже актер МХТ Чехова, он играл вот этого главного фотографа. Вот, она попадает к нему на фотосессию, он говорит, я из тебя сделаю звезду, и как бы у нее пошли контракты, как это говорит фраза, там была «лестница в небеса». Ну, надеюсь, что он еще будет показан, потому что недавно, там, несколько месяцев назад, они сказали, что вроде там уже что-то как бы прояснилось, то, что проект будет. Ну, как бы дай бог, чтобы все это еще показалось, я прям очень жду. Давай поговорим про твой крайний фильм. Да, расскажи про него. Съемки буквально недавно у тебя Да, завершились. съемки закончились прям вот позавчера я приехала на Сапсане из Нижнего Новгорода. Я поехала вообще по семейным делам в Луганскую область вместе с мамой. Вот недавно, и мне звонит Маша, мой агент, а там еще просто проблемы со связью, то есть ни дома, нигде там никакого Wi-Fi нет, ты должна подойти к определенному магазину продуктовому, где есть, понимаешь, этот Wi-Fi, поэтому, чтобы до меня дошло какое-нибудь сообщение, я должна встать, спуститься с 5-го этажа, дойти до 1-го подъезда, там будет этот магазин открытый, и подключиться к нему, только так со мной связывались. Она мне говорит, Яна, если ты еще раз так будешь себя вести, мы с тобой больше работать не будем, срочно у тебя слетает проект, тебя ждут. Я говорю, Маша, я тебе клянусь, здесь связи просто нет. И в итоге она мне присылает проект, срочно вообще без проб, тебя берут, все, ты подходишь, там, от тебя только да, сможешь ли ты, например, сниматься в эти дни. Я говорю, конечно. Я говорю, а что это за проект? Она говорит, 0,5 метра. И все, больше я вопросов не задавала. Он говорит, все, там команда хорошая, режиссер хороший, давай. Я говорю, ну ладно, давай. И все, я прилетаю в Москву.
уезжаю в какой-то город Боровички, я вообще про такое вообще знать не знала. И там они уже месяц жили, вся команда съемочная уже жила и снимали этот фильм. В лесу съемки были. Фильм называется «Тихий омут», режиссер Денис Крючков. Вот. С этой командой я ни разу не работала, но вот сколько вот у меня было съемочных дней, я настолько тепло вот ко всем, вот вплоть до гримеров, костюмеров, они вот сразу видно вот уровень, когда, знаешь, там не такое понебратское отношение, там, девчонка там красивая, симпатичная приехала, там, типа, непонятно как попала, а к тебе относятся реально вот прям вот супер с уважением, там все, хорошая запоминающаяся работа. Ну и вот, и это мой, получается, первый мистический ужас. Главный фактор этого всего, что будут показывать это, ну, на Западе, и поэтому каждая сцена снималась сначала на русском языке, и то же самое ты играешь на английском. Классно. Это такой первый мой опыт, такой международный, так скажем. Вот. Ну вот мы все ждем выхода. А чуть-чуть можешь рассказать, кого ты там играла? Я играла там некий фантом яркой женщины, которая постоянно преследует главную героиню. То есть ей всегда, она ей мерещится, то с ее мужем, то с парнем, то, ну, вот в каких-то местах, где она появляется, и там постоянно как бы я. У тебя был когда-нибудь, может быть, такой опыт неприятный на съемочной площадке? Вот, может быть, неприятный партнер, или он пришел неподготовленный, или какой-то режиссер неадекватный немножко? Первое сразу, что мне пришло в голову, когда ты сказал про партнера, я не могла найти точки соприкосновения с Игорем Меркурбановым. Там вот, если вы потом посмотрите после интервью, ну, поймете, что это за человек. Он супер такой, во-первых, он взрослый, ему 46 лет, по-моему, если я не ошибаюсь. Он супер закрытый, он такой прям театрал. И когда, я помню, между сценами он задал, у меня была там линия, то есть я как бы и с ним взаимодействую, и еще у моей героини был с ее университета мальчик молодой, с которым она встречалась. Она, получается, то к нему, то к тому. И как-то он мне задал вопрос на обеде актерском. Ян, а ты вообще понимаешь, кого ты больше, твоя героиня, кого больше любит, кого она больше уважает? Меня или вот того парня? Я говорю, да вы знаете, мне как-то без разницы. Я как бы, моя героиня, мне кажется, и к вам хорошо, и с тем. Я помню, он так разозлился, типа, ты что, не вникала в роль? И меня вот это вот смутило. Я думаю, господи, ну как же там, ну не вникать? Я говорю, играю, уже мы там сколько. Режиссер уже ничего не говорит плохого, а он прям такой, он супер, вот прям к деталям, ты должна все, каждое слово проработать, взгляд, почему ты это сказала, почему ты сделала это. И вот я помню, поначалу мы с ним, ну, немножечко, мы с ним приходили, играли и разбегались, то есть у нас не было каких-то там взаимоотношений рабочих там на актерской площадке. Вот. И я помню, что режиссеру тоже, иногда с ним тоже было очень тяжело, когда ты взрослый человек, актер, у тебя свой уклад в голове, как бы тебя сложно расколебить в какую-то другую сторону. Но потом уже под конец съемок, кстати, я нашла к нему подход. Мы как раз уехали снимать в Каппадокию, в Турцию. Собственно говоря, фильм так и назывался «Каппадокия». Но в связи с какими-то, так скажем, дипломатической какой-то стороной России и Турции на тот момент нельзя было российский фильм называть турецким названием, да, городом. И поэтому режиссер переформатировал фильм, назывался он «В ожиданиях Шарлотты Карде». Вот, ну, под конец, вот на шапке мы уже там, вот когда он чуть-чуть там разговорился, там меня поблагодарил, я говорю, Яна, очень приятно было с вами работать, я говорю, и мне с вами, Игорь, ну, как бы уже нормально. Поначалу было немножечко, как бы, некомфортно, как бы человек в 2 раза больше меня, а мне с ним играть такие сцены. Кстати, как играть эти самые сцены любовные? Самая первая такая, ну, так скажем, эротически классическая красивая сцена, там все, там ни грамма пошлости не было, то есть все. Вот в какой-то день говорит, Ян, ты сегодня будешь играть вот это. Я прям напряглась, я думаю, господи. Я говорю, что же делать, что же делать? Я взяла свою подружку лучшую,
Веру Мочелова. Она, кстати, со мной же и проходила пробу. Я ее с собой взяла, она мне как эта палочка-выручалочка, мой талисман. Всегда же комфортно, когда кто-то есть там рядом с собой, человек, который тебя знает. Я говорю: Вер, пожалуйста, поехали со мной. Я говорю: мне сейчас вот со взрослым мужчиной играть вот такую сцену. Я говорю: пожалуйста. Она говорит: да, конечно. Ну и все, у нас съемочный день с утра, как бы, и все, наступает эта сцена после обеда. Получилось так, что он говорит: Ян, ну выходи. Я говорю: слушайте, я вот, ну, как бы раскрепощенный человек, но вот я вот как-то не могу, вот меня что-то останавливает, я не могу. И режиссер ко мне подходит, он говорит: во-первых, все выйдете лишние из комнаты, оставался только он, я, партнер и оператор. Но через плейбэк-то люди сидят в другой комнате и все видят. Ну, как бы окей, если в мой взор не попадает лишних людей, окей. И значит, он говорит: так, берешь, выпиваешь коньяк, через 10 минут я тебя жду. Я говорю: ну ладно. И я говорю: Вер, ну давай. Ну, чтобы, знаешь, мандраж этот снять, ну, чуть-чуть. И вот так и как бы все вообще супер нормально, ничего страшного не было, все. Ну, то есть вы были обнаженные, я так понимаю? Ну, постепенно, да. Да. Ну, еще как бы незнакомый человек, взрослый, поэтому для меня это тоже, вот это вот такой самый первый опыт, который, ну, когда ты его вроде перебариваешь, вроде и не так страшно, как бы нормально. Ну, то есть с незнакомым человеком играть любовь, это все равно к этому привыкаешь, это можно сделать, да, по большому счету? Да, можно. Вот это знаешь, как происходит? Ты приходишь, вот тоже у меня в одном проекте парень пришел, он играл главную роль в этом проекте, у меня была такая сквозная. И он такой: здравствуйте, Яна. Я говорю: здравствуйте. А там его там, ну, допустим, там Вова там зовут или Сергей. Он говорит: я Сергей. Я говорю: я Яна, очень приятно. И у нас сейчас будет какая-то сцена, там, типа, ну, как будто мы играем в любовную пару, там, с поцелуями, с объятиями, там, чтобы зритель поверил. Он говорит: если что, у меня жена и 2 детей. Я говорю: замечательно, играю. То есть меня это успокаивает. И как бы, пожалуйста, сейчас вот вообще, ну, свободно я к этому отношусь, как бы все понимают, что это работа, актерство, ничего там по-настоящему не происходит, поэтому... Ну как же не происходит? Потом после совместных фильмов актеры женятся. Нет, если у тебя, безусловно, какие-то чувства на съемочной площадке возникают, то это, конечно, ну, классно, наверное, но такого опыта у меня еще не было. Слушай, ну все говорят, что в кино попасть очень сложно. Актеров много, да? Картин не так много, там на всех в любом случае не хватает. Как это происходит вообще? Вот эти вот кастинги, как актеров приглашают, насколько это сложно? Надо просто медаль дать людям, которые просто ходят на эти кастинги, потому что это же, ну, как бы, ну, не то что унижение, ты, вот, не знаю, это какая-то вот психологически тонкий момент, особенно если ты не подходишь, все, некоторые просто ставят на себе крест, говорят: все, я не талантливая, я бездарная, там еще что-то. А кто-то наоборот, как бы, ну, сюда не попал, попаду в другой момент. Как бы одна дверь не открылась, зато откроется другая. У меня в этом плане очень, я все воспринимаю очень чересчур близко к сердцу. Меня легко обидеть в этом плане, хотя я суперсильный человек, как бы в жизни меня очень сложно обидеть, но если это касается вот в плане работы, если я куда-то не попадаю, я прям долго с мамой, с агентом со своим, я говорю: ну как же так, я же идеально подходила, я же готовилась, там то, все. Он говорит: Ян, ну вот, ну, что-то не сложилось. Поэтому для меня вот всегда вот кастинги, пробы, они вот до сих пор для меня это вот... Ну вот я вот через себя вот переступаю, чтобы вот это вот пойти. Раньше я очень обижалась. Я помню, меня утвердил Первый канал на одну из главных ролей, как раз вот где я должна была играть вот эту вот модель из Америки. Меня уже утвердили, я приезжала на Мосфильм, с меня сняли мерки, меня утвердили съемочный день, там ставку, всю одежду на мою фигуру, все купили. И у меня была неделя, я решила поехать в Геленджик к бабушке своей, там подготовиться, там тоже худела, там спортом занималась, бегала каждое утро, вечер, ничего не ела. Хотя у бабушки это сложно, что там то пирожки, то все. Я говорю: бабуля, я говорю, никакой еды, овощи, вода и фрукты. Но вся уже семья привыкла к этому, как бы все строго в этом плане.
И я помню, мне вылетать на следующий день в Москву как раз на съемки, и мне звонит на тот момент агент, с которым я работала, она говорит: Ян, у меня для тебя плохие новости. Я говорю: что такое? А я в хорошем настроении, по набережной гуляю, у меня закат, я помню, из фильма вышла, думаю: господи, как классно, завтра полечу, там классный проект, там Первый канал, главная роль такая интересная. Он говорит: у меня для тебя плохие новости. Я говорю: что такое? Он говорит: пришел один продюсер и привел другую девочку, и ее утвердили, типа сказали, что, ну, типа другая девочка будет сниматься. У меня пелена перед глазами, а я, ну, не понимаю, что она говорит. Я говорю: в смысле? Она говорит: ну, вот так получилось. Ну, ты не расстраивайся, все будет хорошо, мы тебе срочно найдем как бы проект, ты не переживай, к тебе вопросов нет, ну, просто вот так получилось. Я говорю: угу, ну, ладно, хорошо. Я вот так вот тут кладу телефон, я смотрю на закат, стою на набережной, я вообще не понимаю, кто мне позвонил, что мне сказали. И просто у меня через 5 минут пришло осознание вообще, что произошло, и у меня просто градом льются слезы, у меня начинается истерика. И я помню, уже стемнело, и я пошла в первый ближайший магазин, я же еще готовилась, ничего не ела, то есть я как бы вот в этом плане я вот так тут, вот, знаешь, готовлюсь хорошо, углубленно, так скажем. Вот. И я помню, зашла в первый ближайший магазин, купила торт, шоколадку, чипсы, конфеты какие-то, все вот так кулек постелила, там на камнях села, на какой-то, вот так все это ем и рыдаю. У меня просто не останавливаются лица, потому что я понимаю, что как бы то, что я хотела, у меня это просто, ну, забрали. Ко мне люди подходили на набережной тогда: девочка, что случилось? Я говорю: все нормально. И я помню, под утро пришла домой к бабушке, вся с опухшим лицом, с заплаканными глазами. Что случилось? Кто-то умер? Я говорю: нет, меня сняли с роли. Фу ты, я думала, что-то страшное случилось. Ты что, не расстраивайся, все будет хорошо. То есть у меня вот моя семья — это такая вот самая главная поддержка, как бы если они, как бы для них хорошо, потом я думаю, ну да, в принципе, ничего страшного не произошло. Но это было тогда, когда еще там вот я училась там на 3-м, на 4-м курсе, и как бы тебе в руки дали хороший проект, и с режиссером мы нашли общий язык, и уже парные пробы были в гриме, в костюме, как бы все уже было готово, и тут за день, когда ты лишаешься этого, ты не понимаешь, почему. А сейчас, конечно, я тоже расстраиваюсь, если в те проекты, в которые я хочу попасть, я не попадаю, я очень долго расстраиваюсь, но благо у меня сейчас вот Маша, моя Усенко, агент, она супер всегда прорабатывает мне эти темы. Ты что, вообще об этом не думай, не привлекай к себе отрицательную энергию, только вперед, и мама у меня тоже такая же. Вот, поэтому вот за это им спасибо. Ну, вообще, мне кажется, отказы для актеров — это, ну, часть профессии. Часть профессии, но просто кто-то к этому относится, ну, на нет и суда нет. А кто-то, вот, например, вот я ко второй категории людей отношусь, вот мне прям тяжело, я потом, меня знаешь еще, за что меня Маша ругает? То, что я потом, когда идет этот проект, я ищу, кого же взяли вместо меня, там, то есть я вот это, она говорит: зачем ты это делаешь, ты тратишь не туда энергию, а мне важно для самой сделать анализ, почему она лучше, чем я. Вот что. Вот в этом плане это только вот поэтому кастинги, пробы, это все вот реально всем людям надо поставить просто памятник при жизни, потому что ну, не каждый будет постоянно вставать и с улыбкой идти, знаешь, ну, не взяли, а я все равно еще пойду, еще. То есть это потом постепенно нарабатывается, как бы, и все. Ну вот я пока борюсь с этим. Если говорить еще про телевидение, ты же и в сериалах снимаешься, и сейчас какой-то тоже проект готовится. «Идеалистка». «Идеалистка», кстати, уже был. Он уже прошел на канале «Домашнем». Я снялась тоже недавно, съемки закончились, хотя и этот проект мы снимали года 3 или 4, потому что изначально, когда меня утвердили в этот проект, вокруг нас была зима, то есть мы в зимнее время, а потом они решили переписать сценарий, и мы недавно все отсняли в летнем. Антураже? Да. Проект будет называться «Московская мыльная опера». Сериал будет по Первому каналу. Они вот уже его монтируют, уже озвучка у меня недавно прошла, как бы всех сцен. Там несколько новелл или несколько историй, там очень много актеров. Сериал про золотую молодежь. И я там играю персонаж, который тоже зовут Яна.
И мой партнер, который вместе со мной играл, его точно так же назвали как бы его же именем. Я думаю, ну, прикольно, классно. Вот, поэтому мы тоже ждем этого выхода. Расскажи, что делали актеры во время пандемии и что сейчас происходит? Много ли проектов снимается? Я знаю, что в пандемии очень много снималось проектов через Zoom, через веб-камеры, то есть как бы кинематограф на этом не остановился, как бы все идут в ногу со временем, поэтому находили выходы из разных ситуаций. Герои находятся в пандемию, они все созваниваются там из ванны. Богомолов снял вот такой проект, ну очень много кто. Тоже у меня были пробы в похожий проект, но не получилось. Вот я не принимала участие в подобном, но я знаю, что очень много кто снимался, снимают. И сейчас намного проще к этому относятся. Там даже если у тебя раньше ты приходил на интервью только с глазу на глаз или какие-то пробы, сейчас все абсолютно, вот за что спасибо чуть-чуть пандемии, то, что тебе не обязательно приходить на живую встречу, ты можешь точно так же поговорить с режиссером, с продюсером по камере, записать пробы, отправить, не приходя на живой кастинг. Ну, работа была или не было? Вот ты сидела дома просто или что? Ну, я сидела дома, благо у меня немного раскрученный Инстаграм, как бы, и поэтому какие-то рекламы все равно приходили, как бы, ну, какие-то деньги все равно были, ну, безусловно, там, сбережения, там, ну, как-то... Если говорить про деньги, можно заработать, да, на кино, снимаясь? Ну, безусловно, конечно. Я помню, вот у меня до сих пор бабушка или дедушка спрашивают, а тебе за это платят? Я говорю, нет, бесплатно прихожу, снимаюсь. Хотя я всегда во всех интервью, которые вот давала, я говорю, что как бы актеры же не только вот про деньги. Как бы есть очень много крутых проектов, и я знаю отдельных личностей, которые снимались в этом проекте абсолютно бесплатно, зная, что потом тебе это принесет еще больше пользы и успеха. Поэтому как бы такие проекты я тоже рассматриваю. Как бы я спокойно снимусь бесплатно и в хорошем проекте, с хорошим сценарием, и еще к тому же, если это будет хорошая роль, интересная, которая мне вот прям, я вот читаю, думаю, вот я ее хочу сыграть абсолютно спокойно. Ты же еще и поешь, да? Я видел у тебя в Инстаграме, есть какой-то даже сингл совместно записанный недавно. Вот про это тоже можешь рассказать? Да, недавно у нас с одним артистом Коста вышел трек «Мосты». Вот, я пришла на студию, познакомилась с ребятами, вообще пришла туда на пробу и случайно столкнулась с ним в коридоре. И человек, с которым у меня была назначена встреча, он говорит, о, ты же, типа, познакомься, это вот Яна, она, кстати, тоже поет, а может быть, вам что-нибудь совместное записать? Я говорю, ну да, я говорю, ну то есть я супер вообще открыта ко всем творческим интересным предложениям. Мне кажется, так всегда должно быть. И все, и мы прям в этот же день, я второй раз с ним столкнулась в этом же месте, в этом же коридоре, он такой, Яна, у тебя есть время? Я говорю, да. Он говорит, пойдем, ну попробуешь, у меня там вот есть там один трек, ну посмотрим. И я быстро примерила, записала, он говорит, блин, классно, все, и вот мы быстро скооперировались и вот выпустили. И дай бог, что там вот еще сейчас будем тоже работать над другими треками. Сжигая мосты, ты и я, так одиноки на разных планетах. Сжигая мосты, ты и я, главные строки разных куплетов. А это как, это хобби, это просто твоя отдушина или как? Ну, вообще я пела всегда. То есть, ты знаешь, вот мне в этом зарубежный менталитет был очень близок, даже когда вот я училась там в 5, 6, 7 классе, мне всегда очень нравились мюзиклы их американские, где они классно играли и одновременно танцевали и пели. Я думаю, блин, это вот же мое, я же как бы и актрисой хочу стать, я и танцую профессионально, и, ну и пою неплохо. Вот, поэтому я всегда вот смотрела на них и думала, вот надо, вот пусть у меня будет какой-то такой похожий проект. Но когда я попала в музыкальный проект, я у Фадеева выиграла какой-то конкурс интернетный. Первое место разделили между мной и еще там 2 или 3 людьми. И меня пригласили в офис, в команду Фадеева.
ну, в лейбл их, на собеседование, просто чтобы они со мной познакомились, узнали, там, какие у меня дальнейшие там, перспективы, планы и прочее. И когда они узнали, что у меня еще профессионально я занимаюсь актерским мастерством, они сразу мне сказали, поставили перед выбором, что, мол, как бы мы хотим брать к себе людей, которые будут только целиком и полностью принадлежать музыкальной сфере деятельности, как бы, чтобы ты не тратила свою энергию на актерство. Я говорю, ну как же так? Я говорю, а Запад? Я говорю, все же и снимаются, и поют, как вот мы же все знаем, диснеевские звезды, которые уже сейчас там довольно известные на весь мир, они точно так же и танцевали, и пели, и на палочке скакали, и делали все одновременно, как бы там к этому относятся супер адекватно, спокойно. У нас почему-то вот ты либо актер, либо актриса. Я Либо помню, певица. Либо певица, да. Я помню, меня это так задело, я говорю, ну как же, как я могу выбрать? Я говорю, я хотела стать актрисой, я говорю, почему я не могу и петь, и играть? Ну вот так вот. Я говорю, ну ладно, мне надо подумать. Вот, но в итоге, ну, ничего не получилось, вот. То есть это был какой-то кастинг в группу, да? Это когда было? Меня рассматривали просто как отдельную личность, они присматривались, что со мной сделать. Вот. В музыкальную группу у меня тоже был такой опыт, я ходила в известные женские группы, меня приглашали. Ну, Виагра тоже была, да. Прям несколько, в какой-то в один день они искали вокалистов, и я прям дошла до конца. От одной я отказалась сама, потому что мне не очень понравились там условия, и, в принципе, я не видела перспективы в этой, как бы, они во мне видели то, что, как бы, я новое лицо, в новый воздух какой-то Это ты про какую группу принесу. говоришь? Ну, я не могу сказать, у меня как бы... Ну, известная какая-то. Ну, да, вот от одной отказалась, ну, в Виагру как бы тоже не секрет, как бы они набирали людей, я пришла в студию, в лейбл тоже к Меладзе. Меладзе тогда был в Киеве, это как раз было вот окончание пандемии или еще что-то. И они искали одну девочку, главную солистку, помню. Вот. Но я сразу сказала, я говорю, вы знаете, какой у меня рост? А там просто те две девочки, я их заочно знаю. Они такого небольшого роста. Я говорю, ну я же буду самая высокая. Он говорит, нет, нормально. Как бы, Давай мы всё. скажем, сколько у тебя рост? 180. Как бы на сцене, еще плюс каблуки, я просто буду как белая ворона с этими девочками. И мне главное, я не за себя переживала, а за девочек. Я говорю, а как им со мной будет на одной сцене стоять? В итоге они полностью поменяли весь этот состав и взяли вот девочку одну молодую, 16-летнюю или 17-летнюю из Украины тоже. Но я просто себя уже изначально позиционировала, что я не очень хочу в группу. То есть я знаю, что я отдельный человек, то есть там перепевать какие-то песни я могу, но мне бы это не очень бы хотелось. Они просто это поняли, и я думаю, что, ну и все, и мы больше на эту тему не разговаривали. Если говорить не о сцене все-таки, а о твоей главной профессии, да, о кинематографе, роль твоей мечты, какая она? Ой, вот с этим на самом деле все сложнее, потому что я еще, видишь, заложница своей внешности, мне почему-то всегда предлагают, вот я говорю, проститутки, стриптизерши, роли жен олигархов, вот это вот все ко мне. Почему-то все пробы идут ко мне. Я уже с Машей, я говорю, Маша, ну я говорю, суперадекватный человек, я могу и в военном фильме сыграть медсестру, и в какую-нибудь сельскохозяйственную историю взять, там, не знаю, княгиню, императрицу, как бы, почему только так? Она говорит, ну вот, я говорю, ну, мы уже с ней обсуждали эту тему, не знаю, я вот очень хочу сняться в какой-то исторической картине, это для меня вот прям номер один. Вот если я не снимусь, то я прям буду очень сильно расстраиваться, что вот я что-то вот не сделала в жизни, я не хочу, чтобы я это в будущем, там, через 20-30 лет это ощущала. Вот историческая картина, вот это одна из таких вот глобальных мечт, которые, я надеюсь, в каком-то времени реализуются. Ну, будем надеяться, что все твои мечты, все твои стремления, они окажутся реальностью. Будем держать за тебя кулачки. Спасибо, что пришла. Спасибо вам, что пригласили.